Когда я говорю, что этому дому повезло, друзья, я нисколько не лукавлю. Пускай сохранится на видео и на ютубе этот дом. Да, здесь, наверное, тюльпаны, а там нарциссы. Все время забывается, какие это цветочки названия. Но они тоже красивенько так вот цветут. Брат прилетел на самолете. Где ты там? Привет, привет, давай, передавай зрителям. Всем привет, и друзья. Выехал на участок проверить, как там происходят дела. Сегодня летний день, где-то 24 градуса тепла. Ну, короче, пришло до нас и тепло. Лето, ну, можно сказать, лето. Земля еще холодная, но действительно чувствуется, что уже все. Последний месяц весны, уже скоро лето. Выехал на участок, посмотрю там, что и как, что надо подправить, что надо сделать, что куда надо, там, может, материал надо докупить, там поделать, еще что-то. Уже и участок надо скоро спашку сделать, пахать и все такое. И надо немножко еще землю привезти, песочек такой, где участок просел именно. Приехала там на заднем плане, наверное, видно Раиса Ивановна где-то, сестра с города, она тоже на участке работает. Маша пока еще не вышла, но она выйдет обязательно. Я вот поснимаю, что у нас происходит. Где-то там Умка прыгает, не знаю, видно или нет. Вон там, наверное, видно. Но ей пока гулять сейчас рано. Сейчас птицы на гнездах, и огороды посажены уже, там мелкие культуры. И это все нельзя. В деревне собака сидит, как бы, ну, по крайней мере, до июля она точно будет там. А в июле уже будем выбираться на прогулку, когда птицы с гнезд сойдут, да, все такое. Вот. Клещевую обработку для Умку сделали тоже уже. С этим все в порядке. И у котов, и у нее тоже. Вот. Немножко поснимаю, там сосед работает сегодня. С нашим домом рядом сосед делает там поленницу немножко, его сейчас поснимаю. Там дом разбирают, начали дом разбирать, старый дом, никто уже не живет, и администрация решила разобрать этот некрасивый, ну, портящий дом, подали заявление владельцы, и его разбирают немножко, его поснимаю, если смогу, съезжу до озера там. Вот. Ну и покажу еще, что действительно на участке у нас творится. Короче говоря, одним словом, небольшой такой ролик засниму для вас, уважаемые зрители. Так, у нас здесь вишня вроде как перезимовала, я смотрю, там почки были, почечки зелененькие, а вот, да, перезимовала, значит, не замерзла, все нормально с ней. Надеюсь, будет расти дальше. Там красная смородинка такая, но это уже старый куст, надо убрать, так-то этот куст уже новый заменить. Так, соседи там дровяник. Продолжение дровяника делают. Вот этот дровяник, не влезли дрова тоже, как и у нас в этом году тоже перебор. Зимы теплые, вот и дрова, все по привычке еще запасаемся. Раз на раз не приходится. И соседи занимаются вот новым дровяником, делают. Сначала каркас, потом крышу будут делать. И заодно сразу складывают уже. Это у нас такой, здесь открыли, здесь воду у нас они берут. Так, амбар у меня там, старинный амбар.
Вот так выглядит пока еще огород, не вспаханный у нас. Если она там корни у осота выдергивает, их много. Но вот этот участок именно вот проще, вот сюда и надо землю немножко привести. И после этого будем пахать. Тепло. И скорее всего в этом году рано будем пахать. До июня ждать не будем. Главное, чтобы участок был сухой. Ну, я вот почти до туда, вот где сейчас Раиса Ивановна там копает, почти до туда на коляске съездил. И вроде коляска даже не проваливается. Нормально так. Ну что тут, ничего еще показывать почти, ну, нечего показывать. Никаких грядок у нас не посажено, даже огород не вспахан, не зароен. Ждем, когда вот землю там тракторист привезет, и потом будем уже что-то будем думать делать. Навоз там немножко чуть-чуть, прошлогодний навоз остался, и мы разбросали вот такими кучками. Вот. Раиса Ивановна растопила уличную печку. Такая печка у нас там на улице. Дым идет с трубы. Лето на дворе, друзья. Ой, красота какая. Шикарно прям. Дядя Ваня подошел. Дядя Ваня там уже заканчивает. Вроде как уже все поменял там. Сейчас посмотрим, заведется ли нет нас дедушка Оик. Что там он? Свистит генератор. Дым идет. Пересос. Вроде частенько работает. Ну, поснимаю сейчас. Дом разбирает у соседей. Этот старый уже заброшенный дом тоже. Хотя родственники есть этого дома, но никто уже жить здесь не хочет. Подогнали мультик, манипулятор. И вот что на дрова сойдет, его разбирает. Что на мусор, то на мусор. И здесь дров-то очень много еще, так, если распиливать. Это дом состоит из двух частей. Это вот одна сторона дома, здесь жилая, вторая у других хозяев уже там. Этой части дома, наверное, где-то когда-то и школа была, по-моему. Вот, даже. Вот так. Работают люди. Порядок в село приводят. Но это только чисто по заявлению хозяев. Рядом с моим. А тут вот соседи. Тоже старый дом, но не дали старому дому, как бы вот участь вот этого дома не разделил этот дом у соседей. Какой он стал красивеньким, какой он стал ладненьким. И еще будет красивее, когда все закончится. Когда я говорю, что этому дому повезло, друзья, я нисколько не лукавлю. Вы смотрите, какая зелень уже сверху. Зелень-то сверху уже красивенькая такая. Ну и дом. Вернемся к дому. Дом такой стал красивенький. Он как бы, он заново ожил. Убрали все лишнее. Дом был тоже из двух частей. Одну часть убрали. Хозяйственную часть дома убрали. Построили на месте его веранду. Обшили сайдингом. Только веранду. Поменяли окна. Поставили евроокна тоже эти. Покрыли крышу андулином, такой приятный цвет у веранду и крыши, и дальше будут дом тоже обшивать. И потихоньку строят хозпостройки. Вот самое главное на данный момент у них строят, дровяник построили,
и складывают на зиму, на следующую зиму, как и у всех, тоже дрова. Участка на картошку под еще не готово. Здесь надо все убрать, тоже они это сделают. Молодцы хозяева, попались работящие, дом радуется. Я прям очень счастлив, что у меня такие соседи появились. Очень красивенько все. А где-то там у нас Раиса Ивановна на огороде тоже, на нашем пашет. Сейчас слетаем к ней тоже. Я бы тоже был бы рад, что мой дом будет долго и долго стоять и радовать других людей. Своих родных, самое главное. Это родительский дом, тоже надо вот крышу поменять. Крыша уже тоже, а внешний дом, 50 лет дому родительскому. Так, Раиса Ивановна, ну-ка, откликнись на минутку. Брат прилетел на самолете. Где ты там? Привет давай, передавай зрителям. Вот такая у меня сестра Раиса Ивановна живет в Сыктывкаре. Приехала в деревню. Сижу возле дома, друзья, слушаю птичек. Чирикают. Им тоже хорошо. Весна. У них уже гнезда. Деревенские звуки, знаете, там сосед дрова бросает, звуки, птички поют, пила работает где-то. Ну, это у соседей, да, я показал, дом разбирают. Только вот не видно скотины никакой потом. Это очень плохо, конечно. Пением птичек, хоть как ни крути, друзья, но суд не будешь. Немножко поснимаю, друзья, Машину работу. Это на камне мы здесь клумбу сделала. Камней натаскала. Цветочки посадила. Но здесь они там перезимовали. Сюда здесь посадила. Вон, по-моему, этот нарциссы, наверное, или уже там тюльпаны и нарциссы, наверное, там. А, тюльпаны вот здесь. Вот здесь тюльпаны, да. Вот здесь тюльпанчики такие. А там нарциссы. Скорее всего, если я не ошибаюсь. Да, здесь, наверное, тюльпаны, а там нарциссы. Нарциссы, они, оказывается, очень такие морозостойкие. Прошлый год они уже вовсю цвели, потом выпал снег. Я думал, что, хана. А ничего, даже вообще, ничего даже с ними не случилось. Вот здесь тоже камнями огородила машина. Ну, небольшие такие клумбочки. Вот. Когда зацветет, все красивенько будет. Нарцисс-то я знаю, эти цвета, а эти вот синенькие, все время забываю. Все время забывается, какие это цветочки, названия. Но они тоже красивенько так вот цветут вокруг. А посередке вон там ирис, ну и это роза. Роза каждый год тут зимует. Вот такая клумбочка. И вторая там тоже. Приехал, друзья, уже на озеро. Здесь птички поют. Не только воробьи. Ой, красота. Мостик уже не под водой, сейчас подъедем туда тоже. Просто здесь сейчас ветер утих немножко и
Возвращаюсь с озера, друзья, и вот одну половину дома убрали. Ну, дом состоял из двух частей, как уже говорил. Вот одну половину дома убрали. Вот засниму для истории, может там для родных там этого дома. Вот как. Он еще стоит, но, скорее всего, завтра, послезавтра этого дома уже не будет. Все, будет чистое место, потом все заровняют. Песок привезут, и участок будет выглядеть красивенько. Вот так. Ну вот так. Пускай сохранится на видео и на ютубе этот дом. Плачет, конечно, но что потом поделать. Может, кто-то построит потом на его месте новый красивый дом. Вернулся домой, если он все еще работает. О, Маша, привет! А то все, целый день жду, уже съездил до речки. Привет! О, Маша тоже вышла с Барсиком вместе на огород. Девушки купаются и купаются. Вот. Вот таким способом пока еще насос не установлен, так пока так поливает. Там у нас кусточки, какие-то цветочки, кусточки. Пока рано все еще для вот этих культур, только вот цветочки, да что-то. Этот как куст называется, Маша? Спирея. А, спирея, да, спирея. Белым цветет таким красивенько. А там снова эти синенькие цветочки, да, нарциссы, желтенькие эти, да. Уселся здесь, под черемухой. Цветов еще нету. Но уже там вот эти образуется, конечно, соцветие, но еще как бы не цветет черемуха, рано еще. Вот. Ну, вкратце вот и показал вам наши деревенские заметки снова. Жизнь идет, жизнь кипит. Вот. И до этого были заметки в городе Сыктывкар. Хотя я и люблю этот город тоже, потому что это моя родина тоже считается. Я люблю, но свою деревню родную, деревню Боровск, я люблю больше. Вот. Маша занимается там. Что там ты, Маша, принесла? Вон она воды набирает. Не знаю, попадаешь или нет кадр. Маша там воды набирает. Насос еще не установили. Вот. Что тоже занимается своими делами дальше. Вот. А я буду заканчивать такое вот короткое видео деревенские заметки. И до новых встреч. Говорю вам добрых рассветов. Всем пока.